Всем привет! Тема сегодняшнего урока – это порядок слов предложений. Итак, давайте разберемся, в каком порядке идут члены предложения в казахском языке. На первом месте чаще всего идет подлежащее. Оно отвечает на вопросы «кто», «что», «кем», «не». Или во множественном числе это «кемдер», «нелер». Также подлежащее может быть выражено следующими частями речи. Это существительным, местоимением, числительным и прилагательным. Далее идет дополнение. Оно чаще всего стоит в середине предложения. Далее идет также обстоятельство, оно может также стоять либо в середине предложения, либо в начале предложения. Оно уже отвечает на следующие вопросы: калай – как, кайда – где, куда, кашан – когда, кайдан – откуда. Далее идет определение, оно всегда стоит перед определяемым словом и отвечает на следующие вопросы: кандай – какой, нешинше – какой, который, нище – канша – сколько. И на последнем месте идет сказуемый, то есть наш глагол. Он всегда ставится в конце предложения. Попросту говоря, чаще всего в начале предложения стоит подлежащее, а в конце предложения всегда ставится глагол. Все остальные члены предложения чаще всего могут стоять между подлежащим и сказуемым, то есть посередине предложения. Итак, давайте разберемся на конкретных примерах. Мы будем использовать настоящее время, так как мы его уже прошли, и нам будет легче понять суть предложения. Итак, первый пример. Я в школе учусь. Мен мектепте окып жүрмін. В данном случае слово мектепте имеет окончание местного падежа, так как отвечает на вопрос «где». Как видим, мен – это подлежащее, выражено местоимением, то есть я что делаю? Учусь – это настоящее время. Сказуемое здесь у нас учусь – это окып жүрмін, это наш глагол. И в школе это у нас уже обстоятельства, то есть так как отвечает «где» в школе. Кайда мектепте. То есть данное слово мектепте имеет окончание местного падежа. Итак, переходим к следующему примеру. Ты футбол смотришь. Сен футбол көріп отырсың. Здесь подлежащее это сен, выражено оно местоимением. Глагол у нас смотришь, это көріп отырсың. Он ставится, как видим, в конце предложения. А что смотришь? Футбол. Это уже у нас дополнение. Как видим, дополнение стоит посередине предложения, то есть между подлежащим и сказуемым. Следующий пример. Дети фильм смотрят. Балалар фильм көріп отыр. В данном случае дети это у нас подлежащее, так как отвечает на вопрос «кто». Кто дети? Это множественное число. Дети что делают? Смотрят. Смотрят это у нас глагол, то есть наше сказуемое. В данном случае это көріп отыр. И дети что делают? Смотрят фильм. Фильм это у нас дополнение. Как видим, фильм стоит между подлежащим и сказуемым, то есть посередине предложения. Балалар фильм көріп отыр. Следующий пример. На столе красная книга лежит. Үстелде қызыл кітап жатыр. В данном случае, как видим, на первом месте у нас идет обстоятельство, так как отвечает на вопрос «где». Где на столе? Подлежащее это у нас книга. Книга что делает? Лежит. В данном случае это глагол жатыр. А книга какая? Красная. В данном случае это қызыл, то есть это уже определение. В данном случае определение выражено прилагательным. Следующий пример. Я работаю. Мен жұмыс істеп отырмын. Как видим, это простое предложение. И здесь всего лишь есть подлежащее и сказуемое. Кто я? Это подлежащее, выражено местоимением. Я что делаю? Я работаю. Это у нас сказуемое. Следующий пример. Я иду в гости. Кто я? Это подлежащее. Я что делаю? Иду. В данном случае это сказуемое. Сказуемое это бара жатырмын. А иду куда? В гости. Это уже у нас обстоятельства. Как видим, обстоятельство конакка имеет окончание барыс септык, то есть дательно-направительный падеж. То есть я иду куда? Кайда? Конакка. И полностью предложение звучит мен конакка бара жатырмын. То есть, как видим, при составлении более сложных предложений нам уже понадобится знание падежей. И последний пример. Вы письмо пишете. Сыз хат жазып отырсыз. В данном случае подлежащее это вы. Сыз. Вы что делаете? Пишете. Это у нас сказуемое. В данном случае это жазып отырсыз. А пишете вы что? Письмо. Это уже дополнение. В данном случае это хат. Хат переводится письмо. Как видим, дополнение стоит посередине предложения между подлежащим и сказуемым. То есть в 90% случаев на первом месте у нас будет стоять подлежащее, сказуемое будет стоять в конце, а все остальные члены предложения будут стоять посередине. Конечно, бывают и исключения, но их не так уж и много. Надеюсь, данный урок был полезным. Большое спасибо за просмотр и увидимся в следующем уроке.